Так, здравствуйте. Меня зовут Сандра Кварациене. Я работаю в Министерстве по экономике. Так, я буду понимать ваши вопросы, но мне очень... Я все понимаю, но мне трудно так говорить. Так, Лена э, э, разведет, переведет. Переведет. И я буду говорить, как признать квалификацию. И не только диплом, но профессиональную квалификацию, как доктора, как учителя и других профессий. Так можем. E, Taigi, kas yra ta reglamentuojama profesija, apie kurią mes kalbėsim ir kada reikia pripažinti profesinę kvalifikaciją? Сегодня мы будем говорить, что такое регламентируемая профессия и когда ее нужно признавать. Ir mes kalbėsim tik apie tas profesijas, kurios yra reglamentuojamos. Tai yra, kurios Lietuvos teisės aktuose yra nustatytos tam tikros taisyklės arba reikalavimai, kuriuos privalo atitikti asmuo, norintis užsiimti tą profesiją. Мы сегодня будем говорить только про те профессии, которые есть регулируемые и которых нужно признать в другой стране, чтобы начать работать. Kiekviena valstybė turi skirtingus sąrašus ir skirtingai reglamentuoja profesijas. Каждая страна и в Евросоюзе тоже имеет различные правила, различные законы, как признает и как регламентирует эти профессии. Jei profesijai teisės aktuose nėra nustatytų reikalavimų, tai jūs tiesiog kreipiatės į darbdavį ir jūs jau per jo sistemą einate. Если профессия не регулируется, она не регламентируемая, тогда просто все происходит очень просто. Вы просто обращаетесь к работодателю, и уже работодатель должен решить, вы ему подходите или нет как работник. Jis pats sprendžia apie jūsų ir kvalifikacijos turėjimą, ar jam pakanka, ar nepakanka. Он сам решает все вопросы про то, достаточно или нет ваша квалификация. Ir šiuo metu Lietuvoje yra toks kaip sąrašas reglamentuojamų profesijų. Reglamentuojamos profesijos nėra tvirtinamos šiuo metu jokių įsakymų, pakanka, kad jų reikalavimus nustato specialieji teisės aktai. В Литве есть весь список вот этих регламентированных профессий. Они утверждаются специальными документами в Литве. Pagrindinės sritys tai yra švietimas, sveikata, statyba. Самые главные профессии — это, конечно, из сектора и медицины, из здравоохранения, из сектора обучения, и, конечно, стройка и другие инженерные профессии. Ir kodėl valstybė reglamentuoja profesijas? Todėl, kad ji mano, kad yra tam tikra rizika, kad gali nukentėti žmonės, todėl ji turi užtikrinti, kad rizika būtų kuo mažesnė. Почему регламентируются эти профессии? Эти профессии всегда связаны с какой-то ризикой в действии вот этого человека, который в этой профессии, потому что из-за его действий может пострадать какой-то человек. И из-за этого каждая страна имеет свои правила, чтобы как-то Начать работать с этими людьми и как бы иметь единые документы и единый стандарт этих профессий. Ir Lietuva yra ES valstybė narė ir labai yra svarbu, kad šitoje sąjungoje būtų pripažįstamos profesinės kvalifikacijos. Литва, как мы знаем, это член Евросоюза, и в Евросоюзе
эти вот как бы есть такие директивы, по которым квалификации, общие такие правила, по которым признается вот kvalifikacija. Pagrindinė direktyva, su kuria jūs tikrai susidurtumėte, jeigu, pavyzdžiui, vyktumėte ir į kitas valstybės, tai yra 2005 metų 36 dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo. Самая главная директива, с которой вы столкнетесь, если вот вы уедете в другую страну, и вам нужно будет признать вашу квалификацию, это будет директива 2005-36 ЭБ. Так она называется. Это директива по признанию профессиональной квалификации. Žinoma, ši direktyva yra skirta ES valstybių narių piliečiams, bet yra tam tikri niuansai, kuomet ir trečiųjų valstybių piliečiai, pavyzdžiui, turintys tam tikrą patirtį, gali po tam tikro laiko jau naudotis tos direktyvos teikiamomis sąlygomis. Эта директива, она, конечно, действует для людей, которые есть гражданами тех государств, которые присоединились к Евросоюзу, но есть в этой директиве такие пункты, когда люди, приехавшие из третьих стран и уже имеющие практики в какой-то стране Евросоюза, может тоже пользоваться пунктами этой директивы. Pavyzdžiui, jei gydytojas buvo pripažintas Lietuvoje ir jis išdirbo Lietuvoje 3 metus, išvykęs į kitą valstybę narę, jis jau eitų pagal tą bendrąją sistemą pripažinimo pagal direktyvą. И вот, например, если человек приехал из третьей страны, его квалификация в Литве была признана, он имел лицензию и проработал здесь 3 года, он уже, если уедет в другую страну, он уже в другой стране будет признаваться вот по этой директиве конкретно. Уже его все данные, вся ситуация будет утверждаться по этому документу. Bet iš esmės trečiųjų šalių piliečių profesinių kvalifikacijų pripažinimui iš esmės ši direktyva netaikoma ir kiekviena valstybė narė turi savo taisyklės. Конечно, если вы первый раз приехали в Евросоюз, в какую-то страну, эта директива вам не будет, вы не по этой директиве будете признаваться. Каждое государство имеет свои правила, как признать квалификацию людей из третьих стран. Lietuva taip pat turi savo nacionalinės taisyklės, tačiau jau 18 metais mes tą sistemą labai priartinom ir ją padarėm labai panašią kaip ir asmenims iš ES. Уже в 2018 году, конечно, Литва имеет свои правила, но уже в 2018 году была переделана вот эта система, и она сформирована уже очень похожая на эту директиву, на эти правила, которые идет по признанию квалификации во всем Евросоюзом и всем членам Евросоюза и их гражданам. Netgi terminas pripažinimo yra toks pat, ta prasme, ES piliečiam ir trečiųjų šalių piliečiam. Даже вся терминия признания, она, стала похожей, такой же, как... Не похожей, а такой же. Такой же. Так, это 3 месяца. Потому что в других стран это и полгода, и дольше. Потому что термин признания, он стал и не так, как было раньше, и дольше, и полгода, и больше, а здесь уже такой есть 3 месяца для признания квалификации, такой термин. Конечно, если все документы поданы есть такие, какие нужны. Мы все говорили, и galim pasakyti, kad reglamentuoja pagrindinis teisės aktas reglamentuojantis profesinių kvalifikacijų pripažinimą, tai yra Lietuvos Respublikos profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas, kuris yra skirtas tiek europiečiams, tiek trečiųjų šalių pripažinimo piliečių nuostatos yra.
Самый главный документ в Литве — это закон по признанию квалификаций, а, регламентированных профессий. И вот по этому закону у нас признается и люди из Евросоюза, их квалификации, и из третьих стран. Kokios yra pripažinimo sistemos? Labai trumpai pasakysiu, kokios yra ES piliečiams. Tai yra vienas pagrindinis yra automatinis profesinės kvalifikacijos pripažinimo principas. М. Вот эти какие есть системы по признанию. Первое очень коротко будет про то, как гражданам Евросоюза признается. Это в первую очередь автоматический такой принцип признания профессиональной квалификации. Ir jis yra taikomas tik tai 7 profesijom, nes 7 profesijom visa ES susitarė dėl minimalių rengimo reikalavimų. Это признание автоматически идет потому, что весь Евросоюз согласовал общие правила для подготовки вот этих 7 профессий, которые есть. Это архитекты, медицинские врачи, врачи общей практики, слугиtori, это будет медсестры, акушеры, врачи-ветеринары, тоже врачи, одонтологи и аптекари. Ir tai labai svarbu žinoti ir asmenims, kurie atvyksta iš trečių valstybių, nes kai lyginam rengimo reikalavimus, mes privalom užtikrinti, kad šitie minimalūs rengimo reikalavimai, kuriuos mes susitarėm visoje Europoje, kad jie atitiktų. Ну вот и самое главное, что нужно знать и людям из третьих стран, что когда будет признаваться ваша квалификация, все эти подготовки, самые главные требования, они будут тоже и требоваться от ваших каких-то квалификаций, подтверждающих документов, таких как дипломы, что вы такие же должны пройти подготовку такую же самую, как и люди, которые в Евросоюзе. И поэтому это все будет проверяться. Kita sistema yra bendroji pripažinimo sistema ir ji yra taikoma visoms likusioms profesijoms, kurių rengimo reikalavimai nėra suvienodinti. Mokytojai, statybos inžinieriai, vaistininkų padėjėjai, массажуotojai ir taip toliau. И еще есть другая такая общая система признания, по которой признается уже другие регламентированные профессии, по которым вот эта подготовка их она не одинаковая и во всех странах Евросоюза, и тоже не одинаковая в других третьих странах. Это, например, учителя, это инженера стройки, это массажисты или там помощники аптекари. Todėl galvojant apie savo darbinę veiklą, toks praktinis patarimas, visada reikia pasitikrinti ir kaip yra kitose valstybėse, nes gali būti, kad kitoje valstybėje profesija visai ta jūsų nereglamentuojama. Pas mus gali būti reglamentuojama. Kitoje valstybėje rengimas, pavyzdžiui, gali būti 3 metai, pas mus, pavyzdžiui, 2 metų reikalaujama. Yra skirtingi reikalavimai. Todėl ir jūsų pripažinimo procesas, jis bus skirtingas, jei jūs kreipsitės į vieną šalį ir į kitą. Это зависит тоже, когда вы смотрите на признание, нужно посмотреть, какие практики в других странах бывают, потому что в одной стране, например, подготовка человека к одной или другой профессии, она, например, длится 2 года, а у нас, например, 3 или обратно, или у нас 2, а у вас только 3. И вот поэтому это признание системы, она уже по другим критериям совсем будет происходить. И
labai geras pavyzdys yra vaistininko padėjėjas. И Очень хороший пример — это помощник фармацевта или аптекаря. Lietuvoje jis rengiamas aukštojoje mokykloje, kolegijoje ir jis praktiškai vaistinėje su vaistininko pagalba gali ir tam tikrus vaistus išduoti ir jis tikrai daug daro pačioje vaistinėje. Вот, например, очень хороший образец был бы помощник фармацевта, который здесь учится в коллегии, в высшей школе, и там он уже обучается очень многим, и когда уже работает в аптеке, он может, конечно, с помощью фармацевта уже делать очень многие вещи, очень многие работы, которые выдать лекарства и другое. Tačiau kitose valstybėse vaistininko padėjėjai gali tik dėl kosmetikos patarti ir yra rengiami tik tai vienus metus. А в других, вот, например, в других странах, например, помощники фармацевта, они могут выдать вам или продать только косметику, и они готовятся только 1 год, вот как продавцы какие-то вот этих Ir продуктов. čia nėra skirtumai lyginant Lietuvą su trečiaja valstybė, čia net skirtumai su Europos Sąjungoje. И это вот эти различия, даже не то, что это третьи страны, Литва или Евросоюз, это в самом Евросоюзе есть вот такие различия вот по профессиям и подготовке. Todėl tikrai turite pasidomėti. Потому очень важно, чтобы вы вот поинтересовались, так, в каком государстве готовят таких специалистов. И вот, Da. O dėl trečiųjų šalių piliečių, tai turim savo nacionalinės pripažinimo sistemas ir kuri yra labai panaši į tą bendrąją pripažinimo sistemą, kuomet yra lyginamas rengimas. Atvyksta žmogus ir mes žiūrim, koks rengimas buvo jo šalyje ir lyginam dalykus. И у нас есть вот эти правила, как мы признаем третьих стран, приехавших специалистов, но это очень похоже, как вот это общее с Евросоюзом, где мы будем сравнять, как подготовлен этот человек, как он готовился, какая подготовка и какие он Dalykus mokys. какие вещи, какие предметы он изучал. Ir šioje vietoje labai dažną tą klaidą būtina pasakyti, nes žmonės prisipažinę savo diplomą galvoja, kad jie jau turi profesinės kvalifikacijos pripažinimą. Bet diplomo akademinis pripažinimas reiškia tik jūsų lygio nustatymas. Bakalauras ar magistras. Profesinių kvalifikacijų tai yra turinio žiūrėjimas. Вот люди иногда не различают, что такое признание квалификации, диплома признания, и что такое признание квалификации. Потому что профессиональная квалификация. Потому что вот когда смотрится диплом, просто признается уровень, что вы вот бакалавр или магистр, вот какая уровень. А если уже профессиональная квалификация, тогда уже смотрится, какие у вас, что по сути, что вы учились, какие предметы у вас были в этом обучении. Вот по этому. Так вот это признается. Jeigu reikalingas akademinis pripažinimas, tai yra tik lygio nustatymas, ar tai bakalauras ar magistras, į asmenys turi eiti į studijų kokybės vertinimo centrą. Если нужно только академическое признание, вот что у вас есть диплом, и признается этот диплом, что это высшее образование, вот там магистр, бакалавр, что-то такое, тогда нужно идти только или обращаться в СКВЦ. Это есть такой студию качества студий, центр по проверке качества студий. У нас это сокращенно СКВЦ, и вот там проверяется этот диплом. Jei tai yra profesinių kvalifikacijų pripažinimas, kiekviena atskira profesija
turi savo kompetitingą instituciją, kuri atlieka pripažinimą. А если это вы хотите уже свою профессию, квалификацию признать, тогда уже есть для каждой профессии различная институция, которая проверяет и утверждает вот эти квалификации. Ir toliau matysime ir kontaktus, ir kokios tai institucijos. Дальше вы увидите и контакты, и какие это институции. Ir labai trumpai, kokie etapai yra tos pripažinimo sistemos. Очень коротко, какие этапы есть вот в этой системе признания. Čia galite matyti ir palyginimą, kokie yra ES valstybių ir trečiųjų valstybių, trečiosiose valstybėse įgytų kvalifikacijų. Это очень хорошо видно, как они просто не различаются. И вот это для Евросоюза, членов и граждан Евросоюза, и вот для людей, приехавших из третьих стран. Pagrindiniai etapai tai yra dokumentų pateikimas, rengimo lyginimas, sprendimo priėmimas ir tuomet galimas apskundimas. Tiek ES piliečiai gali skųsti, tiek trečiųjų valstybių piliečiai gali skųsti tą patį sprendimą приимта. Самые главные этапы все равно это подача документов, это проверка и сравнение подготовки, и предлагается предложение, что делать, вот, например, признать или какие-то дать компенсационные какие-то компенсационные, вот какие-то действия компенсационные или не признать. И потом, конечно, и люди из Евросоюза, и люди третьих стран, если не признается, конечно, у них есть возможность обжаловать это решение. Taigi skirtumai galimi realiai tik tai, kuomet yra rengimo lyginimas ir kuomet yra priimami sprendimai. Kada galima pripažinti kvalifikaciją, kada galima, ta prasme, kada institucija turi pagrindą nepripažinti, tai čia yra truputį skirtumų ir apie juos trumpai pakalbėsim. Самое главное различие это тогда, когда принимается уже решение, делается вот это сравнение и принимается решение. И про это различие коротко вам расскажу. Kuomet yra priimamas sprendimas trečioje šalyje įgytos profesinės kvalifikacijos, pavyzdžiui, skirti kompensacinę priemonę. Kada institucija turi teisę priimti sprendimą. Tai galima sakyti, kad institucija, pavyzdžiui, turi teisę priimti sprendimą skirti kompensacinę priemonę, kai Вот институция, она может дать вам какие-то компенсационные действия вот по таким случаям. Kai rengimas nedaugiau kaip 1 metais skiriasi, когда подготовка различается, продолжительность подготовки различается не больше, чем 1 год. Kada skiriasi ne mažiau kaip 2/3 rengimo dalykų, когда различается не больше, чем 2/3 предметы подготовки, ir kada įgytos profesinės patirties trukmė nedaugiau kaip 1 metais yra trumpesnė. И когда уже после того, как вы начали работать по профессии, и вот эта практика ваша 1 годом короче, чем нужно для признания kvalifikacijų. Nes dažnai, pavyzdžiui, architektūros srityje, statybos inžinerijos srityje profesinė kvalifikacija nėra suprantama tik kaip diplomo gavimas. Tai yra plius tam tikra profesinė praktika. И вот в таких сферах, как архитектура или инженерия, здесь профессиональная практика, она и квалификация
понимается не только как диплом, но и профессиональная практика, и сколько времени этой практикой человек занимается. Tai pavyzdžiui, jeigu architektui yra Lietuvoje užsiimti yra reikalaujama 3 metų profesinė praktika, tik tuomet asmuo gali eiti testuotis ir būti testuotu architektu. Ir jeigu iš trečiosios šalies atvyks pilietis, kuris turi tik tai 1 metų praktiką kaip architekto, tai jam būtų galimybė jau nepripažinti profesinės kvalifikacijos. Например, архитектор в Литве, он должен, чтобы получить уже аттестацию и работать с аттестатом архитекта, он должен проработать в практике не меньше, чем 3 года. И, например, если человек из другой третьей страны приезжает с такой практикой только года, есть уже все, как бы, по правилам, все возможности не признать такой квалификации. Диплом у него будет признаваться, а вот квалификация уже нет. Так, jis nelaikomas įgijusiu profesinės kvalifikacijos. Ну, вот он признается, как у него нет этой профессиональной квалификации, у него есть только диплом. Так. Ir atitinkamai yra nepripažinimo, kaip ir minėjau, yra daugiau kaip 1 metais trumpesnis rengimas, jau daugiau kaip 2/3 dalykų netitinka ir vienu žodžiu ir profesinė patirtis daugiau kaip 1 metais yra skirtumas yra. Ну вот и здесь, когда уже конкретно не признается, это когда вот подготовка вот уже больше, чем 1 год, короче, чем по нашим стандартам, что вот эти подготовки, вот он выучил те предметы, 2/3 не такие предметы, как вот по нашим стандартам. И, например, вот эта профессиональная практика, которой он занимался, больше, чем 1 год, короче, чем нужно по нашим правилам. Или вот, например, у него совсем нету практики. Kas prasidėjus karui buvo ir Europos komisijoje patvirtintos tam tikros rekomendacijos dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo. Когда началась война, в Евросоюзе были уже сделаны изменения и такие рекомендации по процессу признания профессиональной квалификации для лиц, приезжих из Украины. Tuomet ir pasimatė, kad dauguma valstybių narių turi labai skirtingą sistemas negu nuo europiečių pripažinimo. Тогда вот все открылось, что каждое государство имеет очень разные процессы признания вот этой квалификации. Tai pati Europos komisija siūlė, kad tas pripažinimo procesas būtų kiek galima panašesnis į mūsų bendrąją pripažinimo sistemą, kas pas mus ir taip jau buvo padaryta. И как раз вот Евросоюз рекомендовал, чтобы каждая страна как можно больше унифицировала с общими правилами вот это все признание людей и квалификации людей из Украины. Todėl Lietuvoje nebuvo keičiami kažkokie teisės aktai, o mes tiesiog patį procesą bandėme lengvinti, greitinti, спрендимус гreičiau приемti. И из-за того, вот как мы уже говорили, что у нас все правила, они вот уже в 2018 году понятны, они уже такие, как рекомендовал Евросоюз делать, у нас не было никаких изменений по этому поводу, но только было чтобы ускорить процесс. Всякие приняты решения для ускорения процесса признания. Teikiame prioritetą, sakykime, tuo metu Ukrainos piliečių, trečiųjų šalių piliečių paraiškų nagrinėjimo atveju. И дался приоритет в первую очередь анализировать документы людей, приехавших из Украины.
kiek įmanoma stengiamės pagreitinti ir efektyvinti pripažinimo procesą net iki 1 mėnesio, kad būtų было эффективно сделано ускорение и ускорение процесса, упрощение процесса по признанию. Было 3 месяца, сокращали срок до 1 месяца. Taikyti kiek įmanoma lankstesnę procedūrą, sumažinti formalumus, jeigu tikrai buvo, kad ir tam tikrų dokumentų negalėdavo pristatyti, tai kreipdavomės į kiek įmanoma į tas institucijas, patys prašydavom tų dokumentų. Применяя более гибкую процедуру, сводя к минимуму формальность, требуя только минимум документов, переводя их на литовский язык, и не требовали заверения копий. Тоже сами организации обращались самостоятельно в те обучительные организации, которые выдавали дипломы и так далее. Шло такое очень большое сотрудничество и с этими организациями, которые выдают дипломы, и из нашей стороны. Ir taip pat, kas labai svarbu, kad buvo leidžiama dirbti mokytojų padėjėjais, socialinio darbuotojų padėjėjais, tomis profesijomis, kurios yra nereglamentuojamas, siekiam, kad žmogus per tą laiką galėtų eiti prisipažinti kvalifikaciją, jeigu toliau nori dirbti, pavyzdžiui, mokytoju. Например, в секторе обучения давались возможности людям работать помощниками учителей, помощниками социальных работников в то время, пока их документы проверяются, пока их признается квалификация, чтобы человек мог уже работать в этом секторе, хотя и квалификации немножко ниже. Ir su jau minėtų studijų kokybės vertinimo centru paprastai yra prašomas tam tikrais atvejais akademinis pripažinimas. Akademinis pripažinimas reiškia, kokia yra vertė to diplomų. Tai yra magistras, bakalauras. Tai buvo sutarta, kad pati institucija, ne žmogus kreipiasi į studijų kokybės vertinimo centrą, bet pati kompetitinga institucija kreipiasi į centrą ir prašo rekomendacijos ir jos pakanka. Какая была сделана связь с академическим признанием. Признание профессиональной квалификации почти во всех случаях требует академического признания Центра оценки качества обучения, этого СКВЦ. И сейчас уже, когда человек обращается в СКВЦ, уже все идет, как одно окошко там подается, и уже дальше все идет, не нужно обращаться в другие институции. Taigi dar pasikartoju, jeigu profesija yra nereglamentuojama, žmogus tiesiog kreipiasi į darbdavį, darbdavys gali pasitikrinti studijų kokybės vertinimo centre, jo užklausti, ar pavyzdžiui tokį diplomą galima laikyti, pavyzdžiui, bakalaurą. Tas svarbu galbūt tokiam tarptautiniam kompanijom, kurios turi nusistatę tam tikras taisyklės, kad standartus, kad pavyzdžiui privalo dirbti žmonės, turintys aukštą profesinę kvalifikaciją. Например, те, которые не регламентированы в профессии, они, конечно, могут сами сделать это признание своего диплома, сами обращаться в СКВЦ. Но в других случаях просто работодатель, он может консультироваться с этим СКВЦ, присылает копию диплома и спрашивает, можем ли мы считать, что этот человек имеет высшее образование. Потому что, как мы и говорили, многие, например, и международные компании, и большие литовские компании у себя в регламентах
администрации, они тоже имеют стандарты качества, называется это ISO, такие стандарты, где, например, может быть написано, что люди, которые работают вот в этих должностях, должны иметь высшее образование. И тогда вот, ну, как бы этот диплом уже будет подтвержден или ну, как бы приниматься как высшее образование. Tai tokios profesijos nereglamentuojamos, kurios plačiau paplitę. Tai ir buhalteriai, ir vadybininkai, ir IT visi specialistai. Это такие вот нерегулируемые, но очень популярные профессии, как бухгалтер, IT-специалист, что там еще? Apskaitininkai, Обсчет, который делает. net ir teisininkų padėjėjai. Экономисты, юристы, экономисты. Те самые юристы, если вы не адвокат. Если не занимается адвокат. адвокатурой, если он адвокат, тогда да. А если он просто юрист, не регламентируется. Tačiau jeigu profesija reglamentuojama, profesinės kvalifikacijos įgyjimas privalomas. Но если профессия регламентированная, тогда уже вот квалификация, признание квалификации уже нужна. Ir dažnai, bet reikia paminėti, kad jeigu medicinos srityje, tai dažnai dar yra, norint užsiimti praktiką, po pripažinimo žmogus gauna licenciją. Tai dažnai šitie procesai yra sujungti. Žmogus kreipiasi dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo ir tame prašyme jis pažymi, kad norės gauti. Nes tikrai yra žmonių, kurie nenori gauti iškart licencijos, jie galvoja, kaip. Ну вот, например, когда подается документ уже для признания квалификации, там есть такие, ну, как бы нужно отметить, ты хочешь только признать документ или ты будешь идти до получения лицензии. И, например, это как одно окошко. Ты подаешь эти документы, и он уже продлевается вот эта проверка, чтобы человек мог все до конца довести и получить уже лицензию. Čia sveikatos. Это только про сектор здравоохранения. Nes pavyzdžiui, dirbant mokytoju, tai jokios licenzijos nereikia. Pripažino kvalifikaciją ir eini į mokyklą. Да. Например, это только вот в таком секторе, вот сектор обучения, тебе не нужна никакая лицензия, тебе признается квалификация, ты можешь уже идти работать в школу, в какую-то другую организацию, где нужно. Čia, aišku, labai mažom raidytėm ir jūs, kadangi šitas skaidres turėsite, tai tiesiog jūsų patogumui yra surašyti kontaktai, jie yra atnaujinti, vakar peržiūrėjau visus, visi teisingi ir veikiantis dėl konkrečiai profesijai, kuris asmuo ir kuri institucija yra ta, kuri vykdo pripažinimą profesinės kvalifikacijos. Здесь таблица, в которой есть те контакты, где нужно обращаться по сектору, где регламентируется профессия, и чтобы знать, к кому нужно обращаться, обновленные данные. Mūsų ministerija tikrai nėra ta institucija, kuri pripažįsta, bet mes tiesiog tą procesą koordinuojam. Tai kitą kartą, jeigu ir turėsit klausimų, tai tiesiog klauskit. Mes susisiekėm su tomis institucijomis, klausėme, kur stringa, kaip, kodėl. Министерство это инновации и экономики, это не та институция, которая выдает эти подтверждения, но она регулирует сам процесс. И иногда вот Сандра говорит, вы можете тоже обращаться, если что-то нехорошо идет, что-то чтобы нам самим знать, как вот этот процесс идет и где есть какие-то пробелы в этой системе, чтобы уже сделать его лучше и качественнее.
Ir dar kas labai aktualu, yra tam tikros profesijos, kur žmonės gauna ne licenciją sveikatos srityje, spaudo numerį. Ir toks sudėtingas, sudėtingas palyginimas nėra vykdomas. Tai vat yra slaugytojo padėjėjai, dietologo pagalbininkai, klinikiniai logopedai, medicinos fizikai, embriologai, va surašytos visos profesijos. Čia yra nurodytas kontaktas, kur yra galimybė kreiptis, paduoti tuos dokumentus ir gauti spaudo numerį. Jeigu jūs užsiėmėte veiklą, savo valstybėje. Очень важно знать, что другие профессии, тоже связанные с здравоохранением, которым, например, не нужны утверждения квалификации, но дается такой номер, «Сполдононес» называется. И там такие профессии, как ассистенты медсестр, ассистенты стоматолога, клинические логопеды, медицинские физики, эмбриологи, терапевты и далее много всего. И вот в этот весь список, и можно вот по этому списку посмотреть, если вы занимались этим в своей стране, вы можете тоже по контракту, который дается, написать, выслать свой диплом и спрашивать, можете ли вы получить этот номер, слово номер, чтобы могли официально заняться в Литве уже этой тоже специальностью. Čia pateikti ir tie kontaktai, linkai visi naudingi, kurie yra konkrečiai, ta prasme, skirti. Здесь будете контакты и линки, вот, ссылки на эти сайты, где вы можете спросить или можете послать свои документы для просмотра, и чтобы вы могли получить это. Turiu keletą skaidrių dėl pripažinimo. Šiuo metu renku informaciją, kaip tik už 23 metus, tai naujesnė informacija tiesiog dėl sveikatos profesijų ir dėl švietimo profesijų, konkrečiai tiesiog parašė elektroniniu paštu, kiek buvo pripažinimo atveju 23 metais. Iš Ukrainoje, pavyzdžiui, įgytų profesinių kvalifikacijų. Это только вот в Украине, те, которые получили квалификацию, признано было 241 одно решение, 9 не принято, и 8 отклоненные были заявки. И то же самое в секторе обучения. 251 человек признанная квалификация, 15 не признаны. Но мне очень интересно вот здесь, когда смотрю на этот слайд, ты понимаешь, что, например, в Литве приехавшие врачей, это 200, 2000, вот этих учителей 5000. Это значит, что это очень только 10% или там даже 5% людей утверждают свою квалификацию. Да, им не, они звонят и спрашивают, но они хотят только спросить, они ищут, где лучше попасть, или в Литве, или в другие страны. Ką noriu tiesiog pasakyti, kad dėl kalbos, jie yra būtina. Ta prasme, aš pati susidūriau su gydytoju, kuris nekalbėjo lietuviškai ir aš nieko nesupratau. Tai, ta prasme, tai tiesiog praktinis buvo momentas ir man slaugytoja kažką bandė išversti. Tai yra labai labai svarbu, nes tai mes kalbam apie rizikingas profesijas. Ir čia tas reikalavimas yra ne tik Lietuvoje, kitoje valstybėje lietuvaitis, nemokėdamas kalbos, ES valstybėje niekada neįsidarbina. Jokių lengvatų nėra. И вот надо понимать, что с регламентированными профессиями язык — это самое главное, потому что в практике мы встречаемся, когда мы приходим, например, к врачу, и если он не понимает литовского, и ты не можешь понять, что он говорит, это большая ризика, что просто человек друг друга не поймет, и будет некачественная услуга, некачественная, и плюс это же ризика со здоровьем человека. Это очень важно. И вот это тоже
же самое во всех европейских странах. Если даже литовец с медицинским образованием или практикой приедет в другую страну и не знает местного языка, он никогда не будет работать по своей профессии. И вот здесь, конечно, есть проблема. Самое главное — это выучить русский язык. Tai sakykim, lengvata Europos komisijos duomenimis praktiškai vienoje Lietuvoje ir buvo padaryta dėl kalbos išimtis. Да, вот это как бы такая услуга, вот такой уступок украинцам, которые приехали из медицинского сектора, из сектора образования, которым далось возможность начать работать без языка. Это было только в одной Литве, во всей Евросоюзе. Не было тоже в других странах не было таких как бы уступков для этих людей, которые приехали. Так вот, эти... Todėl Lietuva būtent va tuo laikotarpiu, lyginant iš visų valstybių narių, buvo antra pagal pripažinimo skaičių, kai turim tokias didelės valstybės kaip Vokietija, Lenkija ir taip toliau. И очень интересно, что даже с такими вот, например, цифрами. Ну, это много. Да. Ну, это Да, много. Литва была вторая в Евросоюзе, даже если мы имеем такие большие, там, например, Польша, там, например, Германия, Испания, такие большие государства, которые тоже приехало много мигрантов, но эта страна по признанию квалификации Литва была вторая в Евросоюзе, которая признавала эти квалификации людям. И вот делали как можно больше услуг. Все это несколько линков, которые naudingi. Нужные вещи, которые вам, может быть, очень... O čia pats svarbiausias. Tai jeigu tiesiog turėtumėt konkrečius klausimus ir po šitos paskaitos tikrai sulaukiu klausimų iš prieš tai buvusių žmonių, kurie dar nori pasitikslinti ir tikrai esam ir gerų rezultatų pasiekę, tiek pripažinom ir keletą mokytojų ir dokumentus ten padėjom kažkaip susitvarkyti ir taip toliau, tai tikrai kreipkitės. Очень рада, что после каждой встречи, когда мы встречаемся, всегда находятся люди, которые обращаются по этим контактам. И как раз были случаи, когда вот несколько человек, которые обращались после таких информационных занятий, помогли с признанием документов, чтобы они лучше знали, лучше понимали, как... Galit rašyti ir rusiškai. Yra tikrai tų vertėjų išsiversti nesudėtinga, aš ir skaitau truputį, tai Можете по-русски писать, нет проблем, есть переводчики, есть Google Translate, другие. Ir ne tik tai žmonės keičiasi, bet keičiasi ir reglamentavimas. Да. Vienos profesijos pasidaro reglamentuojamomis, kitos atvirkščiai panaikinami reikalavimai. Tai čia nereikia priimti kaip tokio labai stabilaus proceso. Вот этот процесс квалификации и признания, он, конечно, нет такой уж стабильный, как не меняется. Он тоже меняется. Есть профессии, которые, например, как раз начинает регламентация этой профессии начинается. Или как раз оборот. Бывают такие профессии, которые были регламентированы, а сейчас уже не регламентированы. Так вот, нужно знать самую новую информацию и как раз в этих сайтах есть самые важные новые информации. И jeigu čia yra daugiausia žmonių, sakykime, iš Ukrainos ir Baltarusijos, tai kas dar paminėsiu švietimo srity, čia paminėta yra 15 nepripažinimo atvejų. Tai praktiškai visi jie yra mokyklų psichologai, nes rengimas labai skiriasi. Очень интересно, например, людям, которые приехали из Украины и Беларуси, здесь видите, эти образование, 15 случаев признания, и все эти 15 случаев это бывшие в своей стране психологи в школах, школьные психологи, потому что очень-очень различается подготовка.
все-таки. Подготовка ir tas подготовka į level, į lygis. Pas mus yra reikalaujamas magistras būtinai ir dar tam tikras viduj tas rengimas ir labai skiriasi. У нас требуется, чтобы школьный психолог имел уже образование магистра, чтобы был. И плюс еще там есть такие специфика в самом обучении, что нужно быть, вот какие предметы нужно обучать. И потому вот эти 15 случаев помогился имею. Dar su psichologais tikrai verta paminėti, nes Lietuvoje šiuo metu tik 2 psichologų rūšys yra reglamentuojamos. Tai yra medicinos psichologas ir mokyklos psichologas. Интересность психологами у нас только два сорта. Не очень, да. 2 subspeciacijai. Да, специализации только регламентируется. Это как раз медицинские психологи и школьные психологи. Они reglamente